Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как 7-летний ребенок попал под колеса КАМАЗа. Водитель автомобиля КАМАЗ, начиная движение на разрешающий сигнал светофора, при повороте направо совершил наезд на пешехода. Мальчик скончался на месте. Расскажем, как в Нижнекамском районе в огне погибли 2 человека. Нормально жили, спокойно жили. А также курьер для мошенников. Надо было просто забрать с одного адреса пакет с вещами и отвезти к другого адреса. Работа, за которую можно лишиться свободы. Это и не только прямо сейчас. 7-летний мальчик погиб сегодня утром, переходя дорогу на улице Можайского. Его прямо на пешеходном переходе сбил 65-летний водитель КАМАЗа, который поворачивал направо с Горьковского шоссе. С места трагедии Вероника Гайнудинова. Без 15:08 утра мальчик шел в школу, учился во 2 классе. Дорогу стал переходить по всем правилам, по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Успел сделать всего пару шагов. 65-летний водитель КАМАЗа поворачивал направо с Горьковского шоссе. Остановился через несколько метров после наезда на ребенка. От полученных травм школьник скончался на месте. Момент трагедии запечатлела камера наблюдения, расположенная на ближайшем доме. На перекрестке улиц Горьковского шоссе Можайского водитель автомобиля КАМАЗ, начиная движение на разрешающий сигнал светофора, при повороте направо совершил наезд на пешехода. Трагедия произошла на глазах родных ребенка. Они расстались у перехода. Дальше мальчик пошел один. Водитель грузовика был трезв. Позже он признался, мальчика просто не заметил. Родственникам ребенка от этого было не легче. Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что согласно пункту 13.1 правил дорожного движения водитель при повороте направо или налево обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, в которую он поворачивает. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель грузовика сейчас задержан. Свою вину он признал полностью. Завтра ему изберут меру пресечения. Погибший сегодня ребенок стал 2-й юной жертвой казанских дорог в этом году. Вечером 19 июля на трассе М7 при выезде из города женщина-водитель Рено не справилась с управлением, и автомобиль кубарем полетел на встречную полосу. В результате мощного столкновения с Ситроеном 5 человек, в том числе 2 детей, пострадали. 1,5-годовалый мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. Всего за 10 месяцев этого года в Казани в авариях пострадали 123 ребенка. Большинство происшествий с участием детей произошли в Приволжском районе Казани. На 2-м месте Советский, 3-й делят Новосавиновский и Кировский районы, где погибли оба ребенка. 51-летняя женщина-водитель Kia Rio погибла сегодня утром в результате аварии в Зеленодольском районе республики. Как установили автоинспекторы, она обгоняла 2 автомобиля и не справилась с управлением. Автомобиль выбросило с дороги, он врезался в дерево. Травмы, полученные автоледи, оказались несовместимы с жизнью. 2 автомобиля Kia Spectra и Lada Granta получили серьезные повреждения в результате аварии на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов. Люди в аварии не пострадали, по крайней мере физически, скорее морально и материально. А вот их машины передвигаться своим ходом больше не могли. Так, легкими царапинами вот на руке отделался, потому что я прикрылся чисто машинально. Как бы подушки в голову ударили. Водитель Kia не доехал до дома несколько сотен метров. Он двигался прямо с Волгоградской на Шамиля Усманова. «Лада» ехала ему навстречу. При повороте налево на Декабристов ее водитель не пропустил иномарку. Удар пришелся по диагонали, сработали подушки, я был в шоке, естественно. Потом успел увидеть, что люди просто смотрят на меня, что случилось, им интересно было. Но так, что интересно, никто не подошел, никто ничего не спросил даже. Водитель иномарки переживает, машине 13 лет. Говорит, сейчас таких не производят. Очень сильный был удар, несмотря на это. Я думал, тут все вообще просто вот так вот. Но на самом деле только я смотрю, крыло, бампер, что-то фара, и крен пошел. Не на ходу была и «Лада». Морду вытягивать надо, крыло менять.
колесо ушло. Водитель отечественного автомобиля свою вину в происшествии признал полностью. Говорит, встречный автомобиль не заметил и на таран пошел не специально. Обе машины были не на ходу. Водители не захотели везти их на эвакуаторах в центр оформления ДТП и остались на месте ожидать сотрудников автоинспекции. Юлия Гоголева, Наиль Абдуллин, вызов 112. 2 человека погибли при пожаре в Нижнекамском районе. Трагедия произошла накануне вечером в деревне Шереметьевка. Шансов спастись у людей практически не было. Дом сгорел дотла. Нормальные люди. Спокойно жили. После пожара жить тут негде, да и некому. Дом сгорел практически дотла. Соседи говорят, в момент возгорания хозяева были дома. Их тела нашли, разбирая сгоревшие конструкции. Главе семьи было 69 лет, его супруге 68. Погибший мужчина много курил. Возможно, непотушенная сигарета и привела к возгоранию. Рассказывают, что пенсионер в последние годы болел и редко вставал с кровати. За ним ухаживала супруга. Она вот изредка ходила, я видел, и в больницу ходила, в магазин вроде ходила. А что про нее скажешь больше-то? Ну, хорошие люди были. Хорошие люди были, да. Безобидные. Пожар стал трагедией для всего села. Пожилую пару знал практически каждый житель Шереметьевки. Точный ответ на вопрос, почему вспыхнул пожар, дадут пожарные дознаватели. Вероника Гайнудинова, Александр Халин, Булат Абдульманов. Вызов 112. 1 человек, 40-летний мужчина, погиб на пожаре в Альметьевске. Около 9 часов вечера там загорелась квартира на проспекте Строителей. Площадь пожара была небольшой, но задымление было плотным. Вскрыв дверь квартиры, пожарные вынесли оттуда 2 человек. Женщину госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ. Спасти мужчину врачи не смогли. Курьера, устроившегося на работу к мошенникам, задержали полицейские Казани. Стражи порядка выяснили, что работал он курьером. Забирал деньги у тех, кого уже обманули его работодатели. Раньше для этого вызывали такси, но водители стали спрашивать, зачем и кому люди передают крупные суммы наличных. Денежный поток от обманутых людей стал мельчать. Тогда аферисты решили набрать своих курьеров и создать собственную службу доставки. Со мной связались, предложили работу курьером. Работа молодому человеку в его 22 года была ой как нужна, поэтому отказываться от выгодного предложения он не стал. Тем более, что уверили, все законно и с закладками наркотиков никак не связано. Да и труд, в общем-то, не пыльный, лицо он показывать не хочет. Надо было просто забрать с одного адреса пакет с вещами и отвезти до другого адреса, скинуть в мусорный бак. Этой женщине позвонила ее мать и сказала, что собрала все необходимые вещи и деньги, передала с водителем следователя и скоро их привезут. В это время ехала с работы домой и сперва не поняла, в чем дело, но скоро стало ясно. Ее матери сказали, что она переходила дорогу в неположенном месте, попала под машину, жива в больнице, но ущерб большой, почти 1 миллион, и поэтому грозит уголовное дело. За час общения по телефону пенсионерки с якобы следователем было много мнимых подробностей, имен, фамилий и обстоятельств. За это время мать собрала дочери вещи в больницу и деньги, 60 тысяч, частичную компенсацию ущерба. Позвонить родным не было ни мысли, ни возможности. В течение часа она писала со слов следователя ходатайство о том, чтобы на меня не возбуждали уголовное дело, и была сосредоточена на деталях. Что собрать конкретно в больницу, какая фамилия у потерпевшей, как будто бы, да, кто следователь МВД занимается этим делом. И только когда передала сумку, разговор прекратился, и она смогла позвонить родственникам. Тут и вскрылся обман. Самих мошенников задержать пока не удалось, но на след курьера вышли быстро, помогли камеры и видеонаблюдения. Правоохранители установили, что задержанный совершил еще 2 аналогичного заказа. При этом, как и обговаривалось ранее, он оставлял себе часть денег в качестве оплаты своих услуг. Полицейские в ходе обыска в квартире задержанного обнаружили 20 тысяч рублей. В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Деньги, которые он взял у пенсионерки, он вернул в полном объеме и сейчас сотрудничает со следствием. Рамиль Галиуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.